Я уже собираюсь. Провалялся где-то примерно 2 часа, наверное. Отдохнул. Сейчас в путь. Решил консервы так съесть. С хлебом съем, готовить ничего не стану. Мало что съедобно. Ну, как сказать, вот мясо, пожалуйста. С костями. Так приготовили. Прям кости. Они разваливаются аж. Так, все. Собрался. Спасибо, изба. Обогрела. Отдохнули вдоволь. Отдохнули вдоволь. Так, ну что тут? Дрова на растопку я оставил. Там сухие дрова под навесом. Там еще дрова. Дров много. Воду еще слил. Ничего не оставил. Ладно, надо идти. Надо идти, ребят. Надо идти. Спасибо, изба. Так, всегда приоткрытыми оставляю дверь. Пускай дышит изба. Все. Не забыл. Вроде все взял. Вроде ничего не забыл, ребят. Все. Вот такое кино, ребят. Надо идти, ничего не поделаешь. Я бы с удовольствием еще одну ночь переночевал. Но завтра надо быть в Сыктывкаре. Походу еще будут. Весна только начинается, самое интересное. Сейчас будет снег держать, на буранах будем приезжать тут. Снегу берем, во-первых. Ну и к ремонту будем готовиться, будем ремонтировать крышу. К этому все дело идет. А на сегодня, ребят, все. Пока, изба. До новых встреч. Подписчики ждали тебя увидеть. Вот, показываю. Все хорошо. Ладно, идем, ребят. Все. Путь еще не близкий. Здесь тоже амбар закрыл. Блин. Вот как-то... Ай. Все хочется и хочется. Баня. Труба торчит. Знаете, я приспособу делал. Вот у меня еще микросани. В прошлом году бревна для ремонта избы я таскал на нем. У меня есть приспособа. Тоже подготовлю, я сюда привезу. Большой длинный шест нужен. Ну, метров 5. Метров 5. И снег убирать, чтобы не подниматься туда, а вот так. Чуть-чуть неудобно, что для такой уборки нужен наклон этот крыши покруче. Да. Сейчас бы сесть на буран и газку. Но не сегодня. А буран нас ждет там. Идем. Не такое проходили. Сейчас отдохнул я, самое главное. Мне надо было отдохнуть. Вот такие дела. Ладно, вперед. По максимуму буду срезывать. Сперва пойду по своим тропам, где капканы стоят.
зимние тропы у меня. А дальше уже по просекам я буду идти. Да, тяжелее, между прочим. Тяжелее становится снег. Как ни крути. Вон капкан даже. Там несколько штук я прошел. Здесь тропинку надо уже обновить. Зачесы, ну, их практически не видны уже. Поле. Большое болото. Ух, ветер, блин. На вырубке там вообще штормит. Вон ящик. На пустырях сегодня капец. Ну нафиг. Действительно, блин. Что-то вроде и не так сильно тону, но странно. Сравнивая с вчерашним днем, блин. Ух, ветрище-то какое здесь. Капец. Половину пути мне придется пройти через вырубки там, блин. Вот это штормит. Очередной капкан. Смотрите, сколько деревьев гнутых прямо на тропе. Скажем, тут у меня бураница проходила. Затесы, как правильно. И вот это все приходится обходить, объезжать. И когда еще хреново держит снег, это не из приятных моментов. И вот я на лыжах иду сейчас. Идешь. И вот такой провал. Не буду уже матюгаться. Потом опять нормально идешь, опять провал. Как-то вот. Но не уплотнился. Каша вот. Внизу все каша. Как крупа, как пшено. Как пшонка. С чем еще вот. Как на пляже вот песок, то же самое. Потому что из земли тепло как-никак идет, испарение какое-то. И вот снег вот такое кристаллизуется ли, что-то вот как пшено получается потом. Фу. Пойду так. Да. Просеки там первый перекур организуем. Самое основное здесь. Пройти. Ну, зачесы видны хорошо. Тут трудился, мама, не говорю я. Когда я раньше как ездил, ходил по просекам и, скажем, с одной кварталки до в другой вот идешь, и это большой круг получается. Потом думаю, как же сделать, срезать вот прям такой кусок расстояния я срезал. По компасу здесь еще очень давно я проходил. У меня навигатора еще не было. Чисто вот так, математический расчет. Солнечный день, компас в руках. И так, примерно идешь. И получается вот такая тропа. Охотничья настоящая тропа. Где уже годами там охотился. Фу, бля. Здесь жарко. На пустыре прям вообще насквозь идет ветер. А тут вот ветра нету. Ну а так подумаешь, снег идет с деревьев. Деревья шатает. А в гуще тайги, вот именно вот здесь или в ельнике, вот
В низине верхушка вот так гнет деревья, а внизу тихо. Понимаете? Но на болотах, на вырубках, скажу вам, так. Зато следы мои будут. В следующий раз, возможно, здесь приеду на Буране. Или другим маршрутом по другой дороге. Не знаю, я точно еще не определился, смотря какой снег будет. По этому снегу я, конечно же, даже и не буду думать, что я выеду или еще. Так, в одном хорошем месте, хороший участок такой, постоянно вот такая, теряю зачесы. И здесь бы ориентир не потерять. Вроде тут проходит все. Так, ладно, буду идти. Так, вон он, зачес, да. Зачес или затес, все равно путаю. Пускай будет зачес. По-умному затес вроде бы. Меня исправляли даже. Говорят, неправильно говоришь, Олег, зачес. Но мне так легко говорить. А каждой букве там придираться-то, думаю, не стоит. Затес, зачес, зачесал, затесал. Вот. Еще одна коробка. Ой, бля. На голову не упади. Так. Идем. Нормально сегодня мотаем уже километраж. Ни одного рябчика надо было. Почему нету, блин? Взлетов никаких. Здесь должна быть кварталка. Если не украли. А вон он. Все, вылез я оттуда, ребят. Местами, блин, немножко даже и ориентир терял. Зачесов нету. Ну, не видно. Блин, такие сумерки уже начинаются. Не с фонариком, и без фонарика. С 20 метров уже не видно, где вот этот зачес или еще какая-то вот. Ну, сейчас я не потеряю. Сейчас я буду идти попроще. Вот такие дела. Надо где-то передохнуть, наверное. Да. Лучше так с перекурами. Становится выпить просто кипяток. Сейчас пью. Фу. Самое главное, ребят, до лыжни дойти. Там легче будет идти. А по целине, не знаю, тяжковато. С вчерашним днем явно. Вот, ну, я не знаю. Ой, сколько там. От силы 10 сантиметров. Вот. Тонет и все, но все равно. — 20 сантиметров, если тонет лыжи, это уже ужас. Это уже ты не 20, не 30 километров пройдешь, а только всего 5 километров. И ты просто выдохнешься. Просто сил не хватит потом идти.
Не разгонишься, ничего. Не сможешь. Просто вот ты шагаешь и все. А когда снег держишь, ты это каждый шаг с катком идет. Скатываешься вот так. И быстрее идешь ты. Гудит тайга. Это рогатина. Это просто палка. С кустов там снег я сбиваю с ним. Вот это да, штормит так штормит. Прям страшно становится. Чтоб на голову ничего не упало. Ладно, отдыхаю и дальше пойдем. Включусь уже возле кварталки. Так, ребята. Фух. Ну вот. Темной улице гуляет дождь. Вот он, ребят. Счастье-то привалило. Ну, ясен перец, вон, смотрите. Вчерашний и сегодняшний. Сегодня намного больше тонет лыжи. Ой, бля. Все. Встал на свою лыжню. Где-то еще с километра, наверное, пройду. Потом с конфетами чай попью. Включился так, вам показать, в каком виде сейчас тайга, с фонариком для съемки. А так я, в принципе, я еще вижу. Я буду идти без фонарика, буду беречь зарядку. И, бля, ельник. Такое вот место. Осенью, если под фонариком идти, чисто осенью, бля, очень страшно. Потому что медведи ходят, а сейчас они еще в берлоге спят. Может быть. Вот. Ладно, включусь на чаепитие. Сейчас я пока буду идти. Вот так легче. По своей лыжне легче идти. Так, ребят, попью чай с хлебом. Что-то вообще, блядь, трещет нах. Вроде выходил, ел. Пипец. Какой-то жор начинается. С хлебом чай хоть попью. Себе чай попью. Что-то еще
Пиздец. Жор такой начался, все. Я не знаю. Хочется есть. Силы уходят. Короче, 2 кружки чая выпил, 2 куска хлеба съел. Не знаю, что происходит, но, блядь, вдруг силы потерял и очень сильно жрать захотелось. Не знаю. Бывает изредка такое. Что-то слухи были, что когда сахар падает, такое происходит. Не знаю. Вроде с глюкозой все нормально. Анализ сдавал там. Так. Но все равно. Уф. Хорошо. Ой, бля. Так. Вот кедрач, ребят. Вон она. Мягкие такие вот эти иголки у него. Бедолага не может выйти там в ельнике. Так, все, вроде ничего не забыл. Ну да. Ладно, ребят, идем дальше. Включаться буду минимум. Тут ночь, ничего не видно, чтобы снимать вам. Будет что интересное. Хоть любой след, если увижу, включусь. Так, ребята, 2 минуты перекур. Окраина вырубки. Самый край угол. Всю вырубку я уже прошел. Там нереально как штормит, блин. Насквозь продуло меня, наверное. Здесь хоть этот лес, тайга, стена защищает от ветра. Чай пока пить не стану. Еще 2 километра, наверное, осталось. Примерно до Бурана. Там уже чай буду пить. Здесь я просто сейчас. Так. О, вот туда сейчас пойдем. Там, короче, вырубка. Вон. Самый угол. Выходил этот, как же сказать-то. Так. Луна выходила, ребят. Луна. И сразу стало вот как-то светлее. Сам вспотел, в то же время прям колени, наверное, отморозил там, пока шел. Мама, не говорю, вот сегодня ветер так ветер. Там, короче, где вот дорога, где насыпь, про насыпь я говорил, там, где вот поднимали насыпь. И там, короче, вдоль дороги лес. И ветер, как по туннелю. Вот вы знаете, как в метро от электрички, или что там? Что там? Не электричка или электричка? Ну, в метро, вот, которые поезда под землей ездят. Вот, там, короче, когда он приезжает, такой поток воздуха впереди его идет с туннелей. И вот здесь то же самое, вот
Такой ветер, вот именно по дорогам в лоб. В тайге хорошо. На вырубках вообще жесть. По болотам сейчас ходить. Здесь вот чисто 4 километра я прошел по дороге. Дорога вырубки. Фу. Вот так. Ну, немножко осталось. Возле бурана еще чай попьем и поедем. Вот так. Примерно так, ребят. Все как происходит. Немножко поснимал для вас. О, какие деревья тут. Да, луна. Сейчас новолуние, а не полнолуние. И все прекрасно видно. При свете луны, если идти. Так, ладно, сейчас еще минутку перекур и дальше в путь. И еще, ребят, короче, на дороге, на трассе, там лыжня. В некоторых местах все намело, там лыжни не осталось. Вот такая густая тайга тут. Ельник. Ялы-палы. Ялы-палы. Здесь хорошо видно. Вот смотрите, тук-та сколько вот все выпало. Да, это хорошо. Еще потеплеет, еще пусть ветрено будет. Вот с оттепелью. И с деревьев все это, вот смотрите, сколько уже выпало. Вот после этого намного лучше снег будет держать. Прям вообще идеально. Сейчас поедем. Дома жена встречает теплый ужин. Горячий ужин-то есть. Горячий ужин. Отдохнем. Ух ты, смотри, здесь сколько выпало. Практически не осталось на елках. Да, почти все расшатало деревья. Прям идеально, все хорошо. Вот и отлично. Самое то. А по темным улицам гуляет дождь. На-на-на-на-на. На-на-на-на. По темным улицам гуляет дождь. Пипец, вся тайга, все как после бомбежки. Видите? Да, почти не осталось. Так, ну а приближаемся уже. Вроде бы, если не ошибаюсь. О, вон он, ребят. Вон он. Вон. Ух. А, блестит. Вон он, вон он. Вон, ребят. Ждет. Ждет, не дождется, блядь. Сутки уже стоит там. Отражатель. Как глаза, блин, у зверя. Зверище. Зверюга. Лучшая техника в мире — это буран. Вот он, ребят. О, работяга. Работяга. Не хочет меня возить. Умеет себя беречь, блин. Ну вот. Добрались. Добрались наконец-то, ребят. Это лыжи сперва сниму. Главное лыжи снять.
Ноги устали. Ноги устали, ребят. Карабин куда-то поставить, чтобы не упал он. О, все. Наконец. Вот теперь я сейчас чай попью. Хорошечно чай попью. Ай. Вот это марш-бросок сегодня у меня. Хорошо, что добрались без приключений. Живы, здоровы, самое главное. Целый день пути, не считая 2 часа отдыха в избе. Вот такие дела. Сейчас чай попью, переоденусь. О, и газку. Сейчас, ребят, я переоденусь. И уже съемки, наверное, не будет на сегодня. Там дальше я на буране буду ехать. Самое главное, буран, чтобы не подъел. Что-то один цилиндр не хочет. Не очень. Ну, неустойчиво работает. Уф. Вот и все, ребят. На этом буду заканчивать. Ждите новые фильмы, новые походы. Я поехал домой. Надо отдыхать. Устал. Я не знаю, с чем сравнить. С ног свалюсь. Валюсь с ног. Все, пока, давайте. Ждите новые фильмы. Спасибо вам всем за ваши просмотры и за вашу подписку.